Доброго вам здоровья. Майрамби Шарифзода вас беспокоит. Да, я вас узнала по голосу уже. По темп голоса. Да, мы с вами первый раз разговаривали 23 апреля 2021 года. Вот это пунктуальность. Я очень рада, вот уже 10 месяцев прошло. Вот видите, за 10 месяцев какое продвижение в сознании, в подсознании, в разуме, в сердцах мигрантов и жителей Таджикистана и таджиков во всем мире произошло. То они начали защищать свои человеческие гражданские права и говорить правду, не боясь этого людоеда, этого фашистующего диктаторской режима семьи Эмомали Шариповича Рахмонова. Вот поэтому, раз у вас передача, чтобы защитить Бадахшан и Таджикистан, я свой голос даю за это все. Я считаю, что я один из тех миллиардов населения человеческого коллектива в мире и имею полное право на свой голос. Так, значит, до прихода этого Эмомали Шариповича Рахмонова за 2 месяца во власть он начинал уничтожать людей, производить массовый геноцид, производит массовый геноцид до сих пор. Кого? Этнических коренных таджиков. А вот субъект Горно-Бадахшанской автономной области является субъектом международного права. Ему это никто не даст права, чтобы он уничтожил весь этот народ. Поэтому я хочу сказать несколько слов, но очень прошу, пожалуйста, меня не перебивайте. Договорились с вами? Договорились. Слушаю вас. Благодарю вас. Я очень благодарна, что вы чувствовали, что в период нашего вот этого, то, что мы ведем такие передачи уже ровно год, то, что я веду вот эту передачу «Перелетные птицы», значит, Парандалой Моджер, вы чувствовали, что у людей уже есть какая-то сила такая появилась, что они уже бодрствуют, они уже... Вы возрастом своим являетесь моей дочкой или внучкой? Если мне да, 86 лет, я с таким... Да, уже внучкой тоже являюсь. Правильно, да. С таким бесстрашием борюсь за правду, за справедливость, в защиту человеческих прав, значит, это что-то значит. Да, что-то значит. Я очень рада. Вот. Напоминаю, что этносы, живущие на Памире, в Бадахшане, по достоверным историческим источникам, живут в этой географической точке горного Бадахшана более 3000 лет. Вот. Поэтому эти этнически древнейшие таджики выжили в жесточайших природных условиях ограниченности жизненных ресурсов в окружении внешних врагов, смогли сохранить и довести до нас древнейшие диалекты восточно-иранских языков. Только поэтому в период размежевания национальной территории, значит, Средней Азии, эти факторы явились основой создания Таджикской ССР в 20-е годы 20-го столетия, который заложил правовые основы создания суверенной, самостоятельной нынешней государства Таджикистан. В связи с этим обращаюсь к мировому сообществу стран СНГ, руководителям всем Центральной Азии, ко всему народу, вот, что и народ Таджикистана, что любые провокации разжигания сепаратизма Ваньского, Дарвазского района, значит, это начало террористической деятельности со стороны семейного, людоедского, диктаторского режима Эмомали Рахмона и накала военной напряженности во всей Центральноазиатском регионе.
где, где пересекаются на Памире все главные глобальные геополитические интересы всех мировых держав. Учитывая вышесказанное, требую, поскольку Горно-Бадахшанская автономная область является относительно самостоятельным субъектом в Таджикистане, все правовые коллизии и восстановление законности должны решать местная власть, люди, местная власть и люди. Никакого диктаторского режима, никаких вводов террористических, этих всяких, террористов со стороны семейного клана Эмомали Рахмона, со стороны КНБ и МВД запрещены там. Там все должен решить народ. Почему? Потому что Горно-Бадахшанская автономная область каждую минуту руководители Таджикистана должны помнить: Горно-Бадахшанская автономная область — субъект международного права. Они вот боятся этих слов. Они хотят уничтожить эти слова. Автономия или Мухтор. Поэтому они сейчас только над народом издеваются. Я уже... Да, значит, учитывая вот то, что они сохранили свою идентичность, свою культуру, свой язык в глобальном нашем мире более 3000 лет, они вот как раз-таки были умные, грамотные люди, когда создавали СССР. Поэтому, учитывая их вот эту разницу, учитывая их вот эту самую особенность, объявили Горно-Бадахшанскую вот автономную понятно, да. область. Теперь понятно. Да, вот. Законодательно запретить провокации со стороны о всяком сепаратизме со стороны Эмомали Рахмона, его, КНБ и МВД, и его провокаторов, которые он направляет к БАО. Потому что за все это будет отвечать именно это кровожадная, это, знаете, людоедская семья Эмомали Рахмона со всей его детьми, зятьями, дочерьми, со всеми этими, как говорится, сахибовыми, со всеми этими родственниками жены, и с сыном, и с дочерью. Все они будут отвечать за каждую пролитую капельку крови этого народа. Еще они очень много будут жалеть о том, что пришли к власти и такое самодурство устраивают на территории Таджикистана. Мировое сообщество тех стран, которые имеют и говорят на индоевропейских языках, обязательно требуем на территории ГБАО создать этнолингвистический заповедник. Вот мы к ООН, ко всему мировому сообществу, ко всем правоохранительным, применителям, ко всем этим человеческим организациям, которые охраняют во всех государствах права человека, вот к ним обращаемся. Обращаемся, мировое сообщество тех стран, которые говорят на индоевропейских языков, обязательно требуем на территории Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана создать этнолингвистический заповедник. Этнолингвистический заповедник, большинство получивших, этнолингвистический заповедник, в чем он заключается? Заключается в том, что, с целью сохранения, изучения и развития этих восточно-иранских древнейших таджикских языков. Вот если такой заповедник создадут, они обязаны создать, тогда весь мир будет приезжать туда, самостоятельно изучать этот феномен сохранившихся языков. Так же, как феномен, допустим, ягновских языков. За 30 лет правления этого людоедской семьи Эмомали Рахмонов провел массовый геноцид неоднократно этого народа и коренных народов Таджикистана. За это он должен давным-давно был отвечать перед мировым сообществом. Вот. Эмомали Рахмонов за 30 лет создал социально
экономическую и гуманитарную блокаду Горно-Бадахшанской автономной области, где народ вынужденно, насильственно выдавливает местных жителей на территории Российской Федерации. Единственной целью всех его деятелей является силовой и психологический геноцид, насильственный выезда всего народа Горного Бадахшана. А цель Эмомали Рахмонова – выдавить народ. Он уже давным-давно эту территорию продал Китаю, чтобы сам самостоятельно со своей семьей использовать все недра земли, все богатства, которые там находятся. Учитывая, что 130 лет назад по договору между царской Россией и Англией о присоединении Памира к российской царской России также факт получения, значит, большинства граждан Горного Бадахшана российского гражданства, требую незамедлительно присоединения к России и союзному образованному новому государству. С этим обеспечим мир и стабильность в Горно-Бадахшанской автономной области и сохраним жизнь 250-300 тысяч человек. Всю эту взрывоопасную ситуацию, шельмование и навешивание бадахшанцам со стороны Эмомали Рахмона статуса и ярлыка экстремистов и террористов этому народу. Рахмонов – главный террорист в мире со всей своей семьей, со всей своей коррумпированной, со всей своей людоедской, со всей своей, извините меня, этой самой диктаторской семьей. О чем он может еще говорить? И требуем прекратить коррупционную схему выдачи гражданских активистов, уроженцев всего Таджикистана, в том числе и Горного Бадахшана, этому режиму, кровожадному режиму, властям Таджикистана во главе с главным террористом Эмомали Рахмона. Еще раз напоминаю, недопустимости использования, проведения военной и силовой структуры провокаций со стороны Рахмона против мирного безоружного населения ГБАО. Любая военная провокация против ГБАО режимом должны быть расценены как военные преступления против человечности и незамедлительно привлечены к военному трибуналу и международному, уголовному ответственности. Спасибо за внимание. Как могла, так сказала. Если что-то непонятно, можете потом задавать мне вопросы. Большое вам спасибо. Очень рада была через 10 месяцев с вами встретиться. Наилучших вам благ, вам здоровья, радости и счастья, за вашу непоколебимость, за ваше личное уважение к трудовым мигрантам Таджикистана и ко всем таджикам мира. Дай Бог вам здоровья, радости и счастья. Личный мой поклон вашим родителям, потому что я сама женщина, и вы молодая женщина. Вы в действительности самый настоящий воин в своем деле. Дай Бог вам здоровья, радости и силы. Спасибо за все. Я очень благодарна вам.